Здравствуйте! Здравствуйте! Мы начинаем очередной выпуск видеожурнала «Мы живем в Якутии». Данный проект реализуется Русской общиной Республики Саха-Якутия на субсидию Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия. И сегодняшний наш выпуск посвящен народной кухне, и называется он «Натощак и песня не поется». Мы находимся в уютном доме на прекрасной кухне ведущего специалиста технической службы Национального центра медицины Республиканской больницы номер 1, потомка государевых ямщиков Владимира Пантелеймоновича Добрянцева. Здравствуйте, Владимир Пантелеймонович. Очень приятно. Спасибо, что вы нас сегодня пригласили. У вас очень ароматно сейчас пахнет. И расскажите, пожалуйста, что вы будете нам готовить сегодня и показывать, как это сделать правильно. Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте еще раз всем. Я хочу сегодня рассказать об очень простом блюде, которое готовится из обычных продуктов, но которое достаточно праздничное, нравится моим друзьям, гостям, которое называется китайские пельмени. Не знаю, почему китайские, может быть от того, что они немножко острые и с капустой. Были у нас соседи на улице, мы жили в Сайсарах, и, значит, они готовили эти пельмени, угощали нас, нам очень понравилось, они были китайцы. Ну давайте приступим, попробуем, что у нас, значит, из чего мы будем делать. Это фарш обычный, он уже готовый, накрученный, капуста квашеная, лук и специи. В принципе, нам больше уже практически ничего не надо. Ну и давайте непосредственно приступим начинать готовить. Значит, полуфабрикаты у нас готовы. Берем миску и все это дело будем смешивать. Я даже не напрашиваюсь вам помогать. Да, ну сначала берем фарш. Фарш можем взять любой. Это у меня, значит, жеребятина. Местный продукт. Так, добавляем сюда капусту. Значит, какие соотношения? Ну, я считаю, что капусту и фарш примерно одинаковое количество. И луку, ну вот на это количество примерно, здесь у меня 3 головки лука. Мелко покрушенные. Так, сейчас все это будем перемешивать. Так, и будем непосредственно месить фарш. Значит, тут у нас, значит, капуста, лук и фарш. Все это дело тщательно перемешать. Владимир Пантелеймонович, а как давно вы научились этому рецепту и знаете его? Ой, вы знаете, очень давно. Сколько я даже помню, это с детства помню. То есть вы говорите, что вот жили у вас соседи рядом, и вы научились, да? Вы уже жили своей семьей? Нет, соседи жили, они нас угощали, и нам это тоже нравилось. И, в принципе, очень простой рецепт. Они сказали, что там лук, капуста и специи. Больше ничего там нету с фаршем. То есть это блюдо уже практически каждый раз на вашем семейном столе, за праздником и не только? Ну да, очень простое блюдо, доступное. А расскажите, пожалуйста, о вашей семье, о вашей супруге, детях, внуках. Я бы хотел, наверное, начать с моих корней, моих родителей. Значит, отец у меня родом с деревни Жура, Орджоникидзевского района. Значит, а мама у меня родом с Колымы, с города Среднеколымска. И они, значит, вот познакомились в городе Якутске, когда отец сюда приехал, значит, работать, а мама приехала учиться на медсестру. Вот в 59 году они поженились, и в 60 году родился я, затем, значит, родился брат мой, на год младший, и в 68 году родился третий брат, нас 3 братьев. Все мы, значит, жили все время в Сайсарах, до того времени, как выросли, ну, в армию ушли и так далее. Ну и, значит, вот мы все ингредиенты перемешали. Теперь, значит, что нам туда нужно добавить? Ну, во-первых, конечно, соль. Соль сегодня у меня
Сванская. Это может быть даже хорошо. Чем она особенная? Она с травками, с грузинскими. Пусть будет так, это будет поострее. И красный перец. Так. Жалеть мы его не будем, потому что чем острее, тем вкуснее. Я делаю не острые только когда внуки меня просят. Да, я делаю не острые. А так лучше поострее. Так, теперь осталось все это дело перемешать. И можно сказать, что фарш у нас готов. Вот видите, совсем простые продукты, которые есть в каждом доме. Соль, перец, лук, квашеная капуста и фарш. Да, еще один секретный ингредиент. Мы сюда добавим немножко растительного масла. Сейчас мы добавим немножко растительного масла. Непосредственно прямо в фарш. Каждое особенное блюдо имеет свой Ложки две, секретный да. ингредиент. Ложки две достаточно. Ага. Растительного масла. С запахом желательно. Все. Фарш у нас готов. Тесто для пельменей. Обычное пельменное тесто. Ну, как лепится пельменное тесто, наверное, каждая хозяйка знает. Да и мужчины многие знают, как сделать пельменное тесто. Оно у меня готово. Сейчас мы, значит, приступим непосредственно к лепке пельменей. Так, ну, в общем-то, все у нас готово. Фарш готов. Тесто пельменное готово. Мука на столе, фартук надетый. Катю я попрошу, значит, помочь мне. Пельмени лепить, собственно говоря, дело такое очень простое, семейное, очень простое. Так давайте приступим. Значит, как это будет происходить? Отрезаем кусок теста. Делаем его, значит, небольшую колбаску. Колбаску делаем. Значит, А не как вот так обычно? нет. Пластинку со стаканчиком. Можно, конечно, но я делаю вот как-то У вот вас так вот. свой особенный способ. Да, нарезаю вот на такие кусочки. И эти кусочки начинаю раскатывать в небольшие. Ну, они достаточно большие, потому что тут Фарш это целый, да, фарш, целый тазик. целый тазик. Значит, как мы делаем? Вот. Я буду показывать, Катя будет помогать. Берем, значит, вот этот вот кусочек теста и раскатываем его. Толсто. Можно, ну, не так, чтобы шибко толсто было, не так, чтобы тонко, но как на пельмени. Можно такие штучки, конечно, вырезать. Просто когда большой круг делаешь, неудобно. А с маленькими раз. И уже непосредственно начинаем лепить. Вот, значит, мы сделали такой кругляшок. Берем, значит, фарш. Так, поближе к тебе можно, чтобы удобно было доставать. И защипываем вот так вот кверху. Получается похожим, ну как у нас было, на позы, на хинкали или что-то такое вот. Даже. Угу. Видишь, В общем, тут уникальный. у нас уникальный продукт. Вот получилась такая получается. штучка. Как мешочек, да? Как мешочек, да. И мешочек складываем напротив. Ну, в общем, как-то так. Да, очень хорошо, замечательно. Отлично. Ну, Владимир Пантелеймонович, ну, я думаю, что за приготовлением пельменей обычно собирается, наверное, вся семья. Ну Как да. у вас это происходит? Ну, Вы говорите, что любите один делать? Или все же семьей?
когда есть кому помогать, то обязательно помогают. Помогают, значит. Ну, сейчас мы остались с супругой вдвоем. Она обычно занята своими делами или на работе, или еще что-то. А когда вот я сажусь и делаю, то делаю обычно один. Очень хорошо, когда помогают, потому что это все дело, конечно, быстрее получается. Ничего тут сложного нету. Кусочек фарша. Вообще, эти пельмени делают многие, так называемые китайские пельмени. Вот мои родственники, они, значит, тоже делают их. Ну, немножко, может быть, у них там какие-то разницы немножко в рецепте, хотя, в принципе, одинаково все. Может быть, разница в лепке. Вот это может быть. А так вот я вот такие штучки делаю, вот такие пельмешки получаются. Здорово. А скажите, пожалуйста, вот у вас в семье, вы сказали, 3 брата. Все также любят готовить? Кто готовит лучше, может быть, особенно? Ну, может, кто-то поваром стал? значит, если вспоминать детство, то папа у меня был дальнобойщиком, всю жизнь работал на машине, а мама медсестрой. А мы оставались все время дома. И у нас же был уже младший брат на 8 лет младше. И мы с братом старшие погодки. В садик он не ходил, а оставался на нашем попечении. Естественно, его надо было кормить. А как кормить? Надо было что-то приготовить. Ну, кроме банальной яичницы, мы, значит, старались как-то и суп сварить, и поэтому даже в начальных классах я уже мог что-то приготовить дома. Раньше не были благоустроенные квартиры, поэтому надо было затопить печку, значит, наколоть дров, принести воды, лед. Вот. И, соответственно, все обычные хозяйственные дела, которые происходили в частном доме, даже в городе Якутске, в Сайсара. А ваши дети, как они относятся к готовке? Сами готовят? Или раз вы уже... Нет, они, конечно, научились у нас, у родителей, тоже самостоятельные, тоже любят готовить, и сын, и дочь. Они молодцы в этом отношении. Да, я вот не договорил из братьев, допустим. Вот младший брат у меня, я считаю, что он лучше меня готовит. Потому что у него это, как он любил еще с какими-то изысками все это дело делать. Особенно вот раньше делали торты дома. Значит, самодельные какие-то, какую-то стряпню. И вот это у него лучше получалось. А так он, конечно, замечательно готовит любые блюда. И национальные, и простые, и домашние, и обычные, значит, какие вот дома готовятся. Очень здорово. Ну и это, конечно, передалось нашим детям. Наши дети тоже умеют готовить. Ваши жены, наверное, очень счастливы, что вы так любите готовить. Ну, во-первых, я скажу, что у меня жена сама очень хорошо готовит, но она готовит в основном стряпню. Вот у нее получается очень здорово стряпать. Это и пирожки, и пироги, и всевозможные печенья. Она любит внуков баловать, поэтому я тут с ней в конкуренцию не вступаю. В основном, значит, у вас свое направление, да, у меня свое кулинарии. да, я люблю готовить такое, что-то вот связанное с мясом, с железом, с огнем. Это может быть и плов, это может быть и шашлык, и все как обычно. Ну и рыбу я разделываю и готовлю тоже во всех видах, потому что, да, я сейчас отрежу, потому что жена не очень любит с рыбой возиться. Она холодная, костлявая, склизкая и так далее. Ну, значит, вы спрашивали, как мы научились готовить. И я считаю, что, конечно, большой пример для меня был пример отца. Он очень любил готовить, особенно любил готовить мясо. Всю жизнь проработал водителем-дальнобойщиком, ездил на север. А даже сейчас, когда на север машины ездят, там не так много столовых или где-то можно перекусить и все. А раньше все мужики делали сами, они, значит, готовили в кабинах на примусах.
И вот что такое приготовить в кабине достойный ужин? Я всегда, или обед, я всегда, для меня пример отец, потому что он всегда размеренно ездил, на какое бы большое расстояние не уехал, как бы далеко, у него все было по распорядку. Завтрак, обед, ужин, здоровый сон, и даже вот езду, там, допустим, неделю-две, и вот это, если никаких поломок нету, то это надо, значит, все этому придерживаться, тогда будет и организм в порядке, и здоровье в порядке, и, в общем, и как пример, вот я говорю, он всегда готовил в кабине. А что такое приготовить в кабине зимой? И, во-первых, что можно приготовить и как это все может сделать. Ну, это вот для непосвященных, может быть, даже интересно будет. Были такие блюда, которые для меня до сей поры, я их иногда тоже делаю. Быстро, вкусно и сытно. Это достается из кузова кусок мороженого мяса. Любого, какой там в кузове везет, там оленину везет, или жеребятину возьмет, или что. Он, значит, ее на примус, на шмель там, или что там, кто там был, значит, ставит сковородку, наливает туда немножко воды, значит, из этого куска мороженого мяса он, значит, якутским ножом строгает соломку, просто строгает прямо из мороженого мяса. И в сковородку ее. Она закипает, туда, значит, лучок и горсть макаронных изделий, любых. 15 минут, когда макароны сварятся, все, похлебка готова. Соль, перец, прекрасная, да, замечательно получается. И получается прекрасный обед. И сытый водитель, который сам себе приготовил. Главное по расписанию. Да, по расписанию все это вот сковородка съедается, ну, вот как обычно бывает там один там, или вдвоем с напарником. Владимир Пантелеймонович, ну вот поскольку мы с вами готовим китайские, как вы говорите, пельмени, у меня такой вопрос. Ну, что вас еще связывает с Китаем, помимо того, что соседи вас научили готовить? Ну, я хочу сказать, что у меня папа служил в Китае, в Порт-Артуре. Это был, значит, 57-56 год. Начинал он службу в Порт-Артуре. И вот представьте, значит, привезли парня с деревни Катыл-Дюра, Орджоникидзевского района, и сразу в Порт-Артур. Для него, конечно, там культурный шок был. Культурный, гастрономический. Он там впервые попробовал, значит, селедку, которая ему очень понравилась. Потом, значит, яблоки тоже первый раз попробовал в Порт-Артуре. Ну и вообще, видимо, служба так ему понравилась там. Потому что он с таким восторгом рассказывал о службе, что распорядок дня, потом, значит, вот это вот, там у них, значит, очень вкусно, видимо, готовили, все нравилось ему, что добавки давали. Я говорю, как сейчас, как в сказке все рассказывается. Хотя, конечно, Порт-Артур уже сейчас это не наша территория, а вот видите, как повезло человеку. Ну, мы уже наделали достаточное количество, а теперь приступим к жарке пельменей. К жарке? Да, к жарке. Или варке? Сейчас увидите все. Наливаем в сковородку, лучше не пригорайку, масла растительного. Я делаю микс из растительного масла, рафинированного и нерафинированного. Где-то пополам. Как вкуснее получается. И выкладываем на них наши пельмени на сковородку. Сковородка еще пока не очень разогрета, но нам она пока такая вот слишком и не нужна, чтобы она была слишком разогрета. Складываем, сколько помещается пельмени. Дополнительно ставим еще чайник кипятиться, чтобы у нас был кипяток. Сейчас объясню для чего. Так, выложили пельмени на сковородку и ждем, когда они начинают поджариваться.
Так, берем стакан с водой. Как только начинают пельмени поджариваться, наливаем сюда кипяток, где-то примерно полстакана. И закрываем крышкой. Пельмени начинают вариться. Варится, вода начинает испаряться. После того, как вода испарится, полстакана быстро испарится. Значит, пельмени остаются как бы уже полуготовыми, но еще нет. И тут мы оставляем их, значит, поджариться еще немножко. И вот когда образуется корочка снизу, все, пельмени готовы. Вот сейчас вот они уже начинают жариться. Здесь пока еще воды нету. Чайник у нас сейчас кипит. Так, чайник вскипел. Наливаем полстакана воды. И выливаем в сковородку. Закрываем крышкой и ждем. Можно было еще поджарить немножко, но думаю, что достаточно. Вот немножко подрумянились тесто. Снизу. Ну вот, пельмени готовы. Давайте пробовать. Давайте пробовать. Маленький, похож на тот, который я делала, да? Да, вот этот тут похож на тот, который я делал. Да. Да, поджаренные. Поджаренные. Со сметанкой. Со сметанкой. Вам сметанку. Давай. Ну что, дорогие друзья, приятного аппетита, во-первых. Во-вторых, я бы хотел поздравить всех с наступающим Новым годом. И дай вам Бог здоровья, чтобы мы все были здоровы. Владимир Пантелеймонович, большое вам спасибо за гостеприимство, за чудесный рецепт прекрасный. Я поздравляю тоже всех с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, счастья, благополучия, радости, добра, семейного уюта и тепла. Готовьте самые вкусные блюда со своими самыми близкими людьми. Всего вам доброго. Угостим оператора. Обязательно. Спасибо. До свидания. До свидания. Большому куску рот радуется. Давайте дубль какой-то. Я обычно делаю большие пельмени, Катя делает маленькие. Вот такие у нас получаются.